В Сибае, как и по всей стране, количество автомобилей каждый год увеличивается. Если в 90-х годах прошлого столетия личный транспорт был роскошью, то теперь 2 авто в одной семье уже норма. При этом стоит учесть, что некоторые дороги были построены еще в советское время и не рассчитаны на большой поток машин. Согласно данным дорожных служб, за сутки по одной полосе улицы Ленина проходит 6,5 тысяч автомобилей. И такая загруженность наблюдается практически на всех центральных улицах города, отчего происходит быстрый износ асфальтового полотна и образуется колейность. Совсем другая ситуация сложилась на улице Белова и Индустриальном шоссе. Здесь уложенное дорожное полотно буквально расползается. Пока на проезжей части был снежный покров, который выравнивал углубление, неудобств не возникало, но с приходом тепла все недостатки обнажились. Водители стараются искать объездные маршруты и с удвоенной силой продолжают негодовать по поводу отсутствия ремонта. К радости автолюбителей спешим сообщить, этот проблемный участок вскоре будет восстановлен. На сегодняшний день размещены заявки на аукционы по проведению капитального ремонта. Составлен график и план работ. Как многие успели заметить, подготовительные работы на Индустриальном шоссе уже начались. В скором времени исправится ситуация и на улицах Белова, Островского, частично на Восточном и Зилаирском шоссе. На сегодняшний день мы на этих участках проводим подготовительные работы. После заключения контрактов эти объемы работы будут выполнены в полном объеме. Вообще на этот год у нас запланировано 32 миллиона денежных средств на выполнение этих работ. Из них 9 миллионов это за выполненный объем работы прошлого года. Это улица Пионерская. Пионерская у нас тоже выполнена в полном объеме. Если в проведении подготовительных работ для последующего сплошного асфальтирования никто не сомневается, то возникает иной вопрос – качество самого асфальта. По качеству работы у данного предприятия заключены договоры на проведение экспертизы асфальтобетонной смеси. Делаются вырезки на данных участках и отправляются независимым экспертам для определения качества асфальтобетонной смеси. У нас жалоб в принципе не было по качеству. Тем более в этом году они уже применяют другие сухие смеси, другие битумы ГОСТовские. Это согласно распоряжению правительства. И также гравийно-песчаная смесь привозится из другого региона, из Челябинской области. Для проведения капитального ремонта есть все необходимое – и рабочие руки, и специальная техника. Единственное, что может вызвать неудобства у водителей – это сроки. Все зависит от того, как будет скрываться дорога. По улице Белова что могу сказать? Там просто износ полотна идет. Само основание там нормальное, хорошее, его скрывать не надо. Предварительно выровняв, сделаем двухслойный асфальт практически. Это значит выравнивающий слой 5 сантиметров у нас идет, это в среднем считается 5 сантиметров, где-то он будет 1 сантиметр, где-то 10 сантиметров, чтобы выровнять дорогу, чтобы вода уходила с дороги. И верхний слой 6 сантиметров там сделаем. Так как дорога, она предназначена и для грузовых, объездная городская считается. Вот в этом смысле, и заставим, хозяев, там же везде все частное сейчас, нарезать канавы, уложить трубы, потому что вода не уходит, вода стоит на дороге. Аналогичная ситуация и на Индустриальном шоссе. Обочина выше дороги, а потому грязь и вода скапливаются на проезжей части. В среднем, как отмечают дорожники, после проведенного капитального ремонта при правильной эксплуатации и своевременной очистке полотна дорога прослужит лет 5-6. Иная картина с ямочным ремонтом. К слову, начался он с 20-х чисел апреля и проводится 2 подрядными организациями – сибайской фирмой «Дорпромсервис» и обществом «Велес» из Кумертау. Работы уже проделаны на центральных улицах, а также на въездных маршрутах. На сегодня конкретно выполнено объем 1750-1800 квадратных метров. Почему не точная цифра? Потому что мы каждый день ведем приемку. Подчеркиваю, каждый день ведем приемку. Наши люди ходят совместно с ними, проверяют качество работы. И могу сказать, что нам дополнительно выделено еще плюсом 3 миллиона на продолжение ямочного ремонта. По крайней мере, план мы составили. Контролируют абсолютно все виды работ МБУ ЖКХ, наши специалисты. Конкретно планируется порядка 6 миллионов ямочный ремонт. Я так думаю, что в этом году мы охватим все, что мы запланировали. Фирма «Велес», работающая в нашем городе впервые, уже зарекомендовала себя как добросовестный подрядчик. Кроме необходимых работ, согласно СМИТе, они провели оборудование участков дорог и тротуаров согласно правилам доступной среды. Пандусы для маломобильных групп населения будут установлены в 17 точках города. 7
адресных точек мы сделали. Это площадь центральная, часть центральной площади, значит, центральный офис, который находится в обществе инвалидов по улице Чайковского, и подъезд к поликлинике. Но это только начало этой работы. Поэтому они сделали это за свой собственный счет. Значит, мы, думаю, продолжим. В этом году продолжим эту работу. У нас есть поадресно, совместно с обществом инвалидов была составлена программа. Как оказалось на деле, работа по подготовке и проведению ремонта на дорогах Сибая идет полным ходом. Но, видимо, негодующие водители заметят это только после того, как проедут по новенькому асфальту. Большая просьба к водителям на время ремонта быть повнимательнее. К нам маленько с уважением относиться. Мы же для вас дороги строим, не для себя лично. Не частная дорога же, городская. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.